Вячеслав Андреевич, на прошлой неделе вы находились с рабочим визитом в Москве, и было подписано соглашение с Институтом востоковедения Российской академии наук. Что дает данное соглашение и в каких областях планируется сотрудничество? Прежде всего хочу сказать о том, что очень важно и символично, что Институт востоковедения РАН – это то учреждение, где работал наш первый президент долгие годы, известнейший востоковед, археолог, широкого профиля востоковед Владислав Арзенба. Там его помнят, ценят, любят, и там его бюст вот в зале находится. Есть люди, которые с ним работали. Вот. Я тоже там бывал в свое время, когда в Москве жил. Так что это такое очень у нас важное учреждение. Вот. И, конечно, очень символично, что мы подписали соглашение с этим учреждением, Институт востоковедения РАН. Там директором является известный востоковед, арабист, уроженец Кавказа, кстати, Дагестана, Аликбер Калабекович Аликберов, известный ученый. Вот я могу показать его книга «Российский ислам», очень такое солидное исследование. И это соглашение, оно заключается в совместной деятельности по широкому кругу проблем, которые представляют взаимный интерес. Это и совместные научные проекты между ЦСИ и РАН, организация совместных конференций, круглых столов. Вот. И, что очень важно, также издание совместных изданий, научных изданий, потому что ИВРАН огромная продукция у него. Вот недавно, кстати, вышла, хочу сказать, книга Индольцева, известный медиевист, архитектурная пластика Абхазии в период Абхазского царства, 8-11 века. Вот. Также другие издания, которые Кавказу посвящены. И, вот, кстати, книга большая «История искусства христианской Алании», тоже издал ИВРАН. То есть там целое направление кавказоведческое есть. И мы очень рады, что возможно будет в рамках соглашения также издавать совместные исследования. Ну или монографии наших авторов, и совместные исследования. Кроме того, очень важно, чтобы было достигнуто соглашение о издании совместного журнала, международного журнала абхазоведческих исследований «Студия Абхазика». Мне кажется, очень важное тоже достижение при финансовой поддержке Института востоковедения, где бы публиковались работы известных ученых и в Абхазии, и в России, и в других странах по абхазоведению, а также по смежным дисциплинам, по адыговедению, убаховедению, Северный Кавказ, Южный Кавказ, вопросы языка, культуры, этнографии, истории, археологии и политологии тоже. То есть такой многопрофильный журнал. Тоже это, я думаю, что достижение, которое уже будет скоро реализовано. Очень большую роль в этом взаимодействии сыграл, значит, наш друг и коллега, известный кавказовед, археолог и политолог Александр Юрьевич Скаков, который здесь, знаете, долгое время занимается археологическими раскопками. Недавно было открытие, свинцовый саркофаг открыли в средневековые в Ачамчере. Вот он тоже содействовал этим вещам. И вот здесь как раз возникает возможность и финансирования, в частности, и софинансирования, финансирования различных научных проектов, что очень важно для нас. Наука развивается в разных направлениях, имеет значение также стажировки наших студентов или наших научных сотрудников, правда же, наших аспирантов и так далее. Я думаю, здесь открывается широкое поле взаимодействия. Такое рамочное соглашение, можно его дополнять дополнительными соглашениями. Мне кажется, это очень хороший документ. А на данный момент уже есть проекты, которые вы можете предложить Институту востоковедения? Таких тем очень много, естественно, в плане научных исследований, в плане также геополитических исследований. Вы знаете, вот, я думаю, что вот две темы, которые я могу сказать сейчас, да, то, что вот, можно было бы уже теперь над ними работать, это, во-первых, сделать конференцию вот, по российско-абхазским отношениям. Вот, уже сколько же, после 2008 года прошло уже какой-то период, оценка этого периода, достижения, проблемы и так далее. Мне кажется, нужно было собрать российских и абхазских ученых, да, политологов, историков и так далее, и вот эту тему обсудить совместно, обменяться мнениями. Вторая тема очень важная, я думаю, это вот все-таки у нас мало международных конференций по статусу Абхазии, вот по ее современному положению политическому.
я думаю, что назрела необходимость сделать большую конференцию, международную конференцию по оценке вот, значит, того этапа, который Абхазия прошла с момента своего возрождения как государства с 1993 года, особенно после признания в 1908 году Российской Федерации. Пока вот этого не было сделано, такой, знаете, оценки и обсуждения, обмена мнениями, что это принесло, какие достижения, какие вызовы новые и какие перспективы у нас. Вот тоже, мне кажется, необходимо сделать большую конференцию международную с участием вот, Института востоковедения и других центров российских, конечно же, и зарубежных центров других, для того, чтобы подвести какой-то итог под вот, этапом вот, развития абхазского государства. Вы говорите, что в рамках этого соглашения возможно издание наших публикаций. Есть ли на данный момент такие публикации, которые готовы выйти в свет? Я думаю, что ну, в рамках совместных, конечно, исследований, вот, ну, вот, работа по археологии выходит, да, вот, очень много памятников было исследовано. Конечно, это не входит в нашу как сказать, политологическую тематику. Тем не менее, но есть ряд работ, на самом деле, которые вот ждут своего как бы, часа, да, и нет возможности их издать, но вот я думаю, что в рамках нашего соглашения это будет возможным. Ну, это скоро приедет, кстати, вот замдиректора, кстати, Александр Юрьевич Скаков, он заместитель директора института в РАН, вот, который большую роль сыграл вот, в создании этого соглашения, да, нашего совместного, и он скоро приедет, и мы обсудим с ним дальнейшие конкретные шаги по реализации этого соглашения. Также в рамках рабочего визита вы побывали в Институте стран СНГ. Планируется ли в дальнейшем сотрудничество с этим институтом? Это очень важное учреждение, Институт стран СНГ, и его возглавляет наш друг, известный политолог, известный политик российский Константин Федорович Затулин. Ну, и он отсутствовал в то время, когда я там был, но я общался с его заместителем, первым заместителем Института стран СНГ, Владимиром Георгиевичем Егоровым. И мы также наметили большой круг проблем, где можно сотрудничать. И, возможно, в скором времени также подпишем аналогичное соглашение между ЦСИ и Институтом стран СНГ. Вот. Но там работает также наш друг, известный политолог Владимир Владимирович Новиков, тоже активно участие принимал в нашей встрече. Так что я надеюсь, что вот эти две встречи будут такими этапными, но дальше также мы планируем развивать наши контакты с политологическими учреждениями России, Москвы в частности. Вот есть большой капиталистический центр при МГИМО, вот там старые связи у нас, давние связи, а также другие учреждения. Так что, вот, мне кажется, хороший такой задел, хорошее начало, надеемся на их реализацию. 12 октября 1999 года был принят акт о независимости Абхазии. Насколько я знаю, вы принимали участие в обсуждении этого документа. Я здесь не присутствовал, вот, вообще-то, но знаю обстоятельства этого очень важного акта, поскольку принимал участие в некотором таком обсуждении необходимости этого акта независимости, поскольку государство Абхазия было создано в 1993 году после окончания Грузино-Абхазской войны, вот, но необходимо было его юридически закрепить, эту независимость. И хотя она была Конституция, принята в 1994 году, очень важный документ, важнейший документ, и тем не менее, вот я занимался вопросами, знаете, различных аспектов государственности и самоопределения, и там изучил много литературы по внешней политике, по становлению государств, по признанию государств. И стало ясно, что если государство себя не провозглашает, то, в принципе, оно как бы не существует. Вот Тайвань, например, он себя не провозгласил, поэтому как бы вот его и нет необходимости приглашать. Поэтому необходимо было сопроводить вот нашу независимость, да, также юридически актом государственной независимости. Это не все, к сожалению, нас понимали здесь, в Абхазии. Я вот много общался с нашими тогда депутатами парламента абхазского, вот, и с президентом Аздамом, поэтому мы долго беседовали, с его помощником, с Тамурутани, вот, и другими людьми. Вот. И я написал, меморандум написал по пунктам о необходимости именно сейчас, в этот момент, принятия акта независимости, поскольку складывалась благоприятная международная ситуация, поскольку вот, тогда все-таки хотели его принять давно уже, просто
боялись реакции со стороны вот ельцинского правительства, потому что ельцинский проект Абхазии, он не предполагал независимости Абхазии, прямо сказать это. Вот. Но ситуация изменилась с приходом Путина, естественно. Но до этого это было почти табу. И поэтому такие вот, и даже принятие Конституции тоже было воспринималось с опасением. И поэтому, и все-таки мне казалось, что вот этот период, 99 год, вот, ну, по известным обстоятельствам, он был удобен для Абхазии, для принятия этого акта независимости, вот, что и было, в принципе, сделано. Президент мне позвонил, после Арзан позвонил, где-то находился в Гааге, и сказал, что да, ты знаешь, будем принимать акт независимости. Вот, и это произошло, я очень счастлив. Вот, и я считаю, что этот акт, принятие Конституции, во-первых, во-вторых, акт независимости — это такие два столпа, на которых зиждется юридическое абхазское государство. Можно ли сказать, что данный документ стал определенным шагом к признанию независимости Абхазии? Вы знаете, конечно, работали и по другим направлениям, но это такая вещь, формально должна существовать. Ведь любое государство, новое государство, должно себя провозгласить. Провозглашение независимости. Это сделали все государства Южного Кавказа, скажем, да? Армения, Грузия, Азербайджан и другие страны, которые вновь воссоздали свою независимость. А мы не сделали этого в свое время, опасаясь каких-то вот негативных реакций. Я понимаю, это было совершенно очевидно, и это были реальные какие-то вот опасения. Но все-таки, это был, конечно, риск был, но все-таки он был не очень большим. Вот тот период, 99 год. Смена власти в России, транзит был, в общем-то, поэтому очень удобно было тогда провести, и мало кто заметил, кстати. Всегда думали, что мы и давно уже провозгласили себя как государство, но этого не было. Не было провозглашения акта независимости. Так что я думаю, что это была вот удачная политическая акция, и теперь вот у нас есть два основополагающих документа: Конституция Республики Абхазия и акт независимости, которые можно опираться, и вот как бы вот опираться в частности и в плане дальнейшего международного признания.